Далеко, за дальним хребтом давних незапамятных лет, где все дальше уходит грань грозных, гибельных, бранных лет, за туманной дальней чертой несказанных бедственных лет, когда 35 племен, населяющих средний мир, 35 улусов людских не появились еще на земле, задолго до той поры, как родился Арсан-Дуалай, злодействами возмутивший миры, что отроду был в преисподней своей в облезлую даху облачен, великан с клыками, как остроги. Задолго еще до того, как отродий своих народила ему старуха Алла-Баурай с деревянной колодкою на ногах, появившаяся на свет. В те года, когда 36 порожденных ими родов, 36 имен и племен еще были неведомы сыновьям солнечного улуса Айы с поводьями за спиной, поддерживаемым силой небес, провидящим будущий день. И задолго до тех времен, когда великий Улу-Тайон и гремящая Куухтая-Хатун еще жили на хребте яростью объятых небес, когда еще не породили они 39 свирепых племен, когда еще не закляли их словами, разящими словно копье, люди из рода Айы-Аймага с поводьями за спиной. В те времена была создана изначальная Мать-Земля. Прикреплена ли она к полосе стремительно гладких белых небес, это неведомо нам. Или на плавно вертящихся в высоте 3 небесных ключах держится нерушимо она, это еще неизвестно нам. Или над гибельной бездной глухой, сгущенным воздушным смерчем взметена, летит на крыльях она, это не видно нам. Или кружится на вертлюге своем с песней жалобной, словно стон, этого не разгадать. Но ни края нет, ни конца, ни пристанища для пловца. Средь пучины неистово грозной моря, дышащего бедой, кипящего соленой водой, моря гибели, моря Адум, бушующего в седловине своей. Плещет в грохоте грозовом, дышит яростью, полыхает огнем древнее ложе земли, грозное море Сюнг. С неколебимым дном, тучами заваленные кругом, кипящие соленой водой, мглой закрывающие окоем, сонма лютых смертей притон, море горечи, море мук, убаюканное песнями вьюг, берега, оковавшие льдом. С хрустом, свистом взлетает красный песок над материковой грядой. Жароцветами прорастает весной желтоглинистая земля с прослойкою золотой. Пронизанная осокой густой белоглинистая земля с оттаившую корой, с поперечной балкой столовых гор, где вечен солнечный зной в широких уступах глинистых гор, объятых клубящейся голубизной, с высоким гребнем утесистых гор, перегородивших простор. С такой твердынею под пятой нажимай, не колыхнется она, с такой высоченной хребтиной крутой наступай, не прогнется она. С широченной основой такой ударяй, не шатнется она. Осьмикрайняя, на 8 ободах, на 6 незыблемых обручах, убранная в роскошный наряд, обильная щедростью золотой, гладко широкая в ярком цвету, с восходяще пляшущим солнцем своим, взлетающим над землей, с деревами, роняющими листву,
падающими умирая, с шумом убегающих вод, убывающих, высыхая, расточающимся изобилием полна, возрождающимся изобилием полна, бурями обуянная, зародилась она, появилась она в незапамятные времена, изначальная Мать-Земля. Коль стану я вспоминать, как старый Алан-Хасуд, ногу на ногу положив, начинал запев Алан-Хо, но на ночлеге у камелька продолжал рассказ до зари. Про далекие времена, как размножились под землей, разъяряясь на человеческий род, Адирай Абаасы. Как возник народ Уранхай-Саха, как 3 мира были заселены, коль стану я влад ему, сказателю седому тому, как и низкий прославленный Тюнпи по прозванию Чаеби, стройно сплетать словесный узор. Стану ли стих слагать старому Куанхайону подстать, то скороговоркой, то напев, так начну я сказание свое. На широком нижнем кругу восьмислойных огненно-белых небес, на вершине трехъярусных светлых небес, в обители полуденных лучей, где воздух ласково-голубой, среди озера никогда не видавшего ни стужи, ни льда, на престоле, что вырублен целиком, из молочно-белой скалы, нежным зноем дыша, в сединах белых, как молоко, в высокой шапке из 3 соболей, украшенной алмазным пером. Говорят, восседает он, говорят, управляет он, белый Юйгунг Ар-Тойон. Подобное сиянию дня, подобное блистанию огня, солнце, затмевающее лицом, слонитами светлей серебра, играющими румянцем живым, как рассветы и вечера, Адингын-Сеэр Бодхотун, подруга владыки небес, супруга, равная блеском ему, есть у него, говорят. Породили они в начале времен светлое племя Ай-Уй, красивых богатырей сыновей, красивых дочерей. В том улусе в бездумной тьме, под крышей вихревых небес, за изгородью с теневой стороны, за большим загоном с другой стороны, необузданно лютая, говорят, непомерно огромная, гневно строптивая, гремящая Куахтуай-Хатун, хозяйка сидит госпожой на кровавом ложе своем. Если слово ярко узорно плести, если речь проворно вести, должен правду я говорить, старых сказочников повторить. У почтенной старухи такой, был ли равный ей друг-супруг, в объятиях ее лежать? Был ли кто достойный ее, на ложе кровавом с ней любовные утехи делить? Так об этом рассказывали старики. Дремлет за тучами исполин, с красным наростом над кадыком, с дюжего дитятью величиной, из ороговелого горла его, из-под грузного подбородка его не спадает до самой земли посох, вертящийся огневой. Если рогатину в 7 сажений в бок под ребро ему до основания всадить, хлопая себя по бедру, сполошенно вскинется он, с воплем проснется он, грозно воссядет он, разгневанно ворча, бормоча, великий Улуу Суарун Тайон. Вот, оказывается, какой чудовищный муж-старик есть у Куахатуй-Хатун. После великих древних боев, сколебавших до основания твердь необъятно гулких небес, Улу Тайона бойцы-сыновья, отпрыски старухи его, заселили весь южный край, завихрящихся в бездну небес. 39 их было родов, неуемно свирепых задир, возмущавших издревле мир на небе и на земле. Если стану, подобно повествовать старому Аргунову подстать, если увеличенно начну, как Табахаров, песню слагать, воздавая славу тем племенам, называя по именам, рожденных в облезлой дахе, с деревянными колодками на ногах, матерых богатырей, которых подземный мир атаманами своими зовет, от которых из пропасти Чоркачох, из бездны Апсалбы-Ныкы
Исторглись бесчисленные рои пагубно-кровавых смертей. Коль об этом начну говорить, будет такой рассказ. Далеко за дальним хребтом, раздорами обуянных веков, когда кровожадные богатыри, обитатели бурных небес, словно копья молний, резали высь. Далеко за дальней чертой, бушевавших смутой веков, когда потомки подземных владык рыскали пасти разъяв, за пределами сгинувших навсегда древних бранных веков. Когда племена Уранхай и Саха, дети солнечного Улуса Айры, не появились еще на земле, тогда в незапамятные года три враждебных рода богатырей, светлые исполины Айны и враги их верхние Аабасы и подземные Аабасы, копьями на лету потрясая, с воплем сшибались, дрались, рогатины всаживали в друг друга, рогатинами поддевали друг друга. Грозовые удары, гром, голени перелом, суматоха, переполох, с утра до ночи, день за днем, мертвой хваткой за горло душа, бедренные кости круша, били друг друга в теме и в глаз, гнули друг друга до самой земли, подымали в воздух крутя, проклиная, стеная, кряхтя. Поединки по 30 суток вели, по темени палицами долбя, понапрасну силу губя, добить друг друга они не могли, хоть жестокосерды были они, бессмертны были они. Незабываемая никогда, не стихающая, разразилась вражда, неслыханная беда, кованая секира блеснет, раскалывается гремя небосвод, стрела с тетивы светит, молния полоснет. Западный ветер кричал, завывал, гудел, бушевал, по 9 смерчей подымал, крутил, низвергал. Из-под западного края небес дождь посыпал, снег повалил. День не брезжил, месяц не светил. Вставала пустая мгла. Тьма настала, хоть выколи глаз. Перестали видеть друг друга бойцы, стали тьму пустую хватать, лягушками шлепаясь на животы, жуками торчня торчать. Сотрясался высокий свод, необъятный глухих небес, обреченный сон вещу бед, средний север пятнистый мир, завихряясь в кружении своем, захлестнутым морем огня, как трясина, зыбиться стал. С боевыми жилами что не порвешь, с кровью что не прольешь, с телами, что сталью пронзить нельзя, с костяками, что сокрушить нельзя, дыханием могучим наделены, бессмертием одарены. 3 великих рода в извечной вражде 100 веков сражения вели, одолеть друг друга они не могли, сильные изнемогли. В бесполезной борьбе распалясь, как железо в огне раскалясь, то и дело стали они в ледяное море нырять, и, всплывая из глубины, журча и сопя, дымясь и курясь, садились на каменном берегу, дух немного перевести, поостыть на холодном ветру, задыхаются, трудно дышать, заикаются, слова не могут сказать, дыхание спирает у них, полдыхания дышат они. В истоме головы опустив, в густом тумане во мгле, словно горы огромные громоздясь, словно горн раздувающие мехи, будоражив вздохами темную даль, стали думать они. Всколебался высокий свод, необъятно гулких небес, всколыхнулся срединный мир, взбаламутился, как в лохане вода. Подземный бедовый мир от свирепой нашей вражды. Пока мест беды не взросли, пока мест не треснули кости у нас, попробуем миром поговорим, потремся лоб о лоб, добром посоветуемся обо всем. К чему вслепую биться нам, не лучше ли помириться нам? Притихшие сидели они, пришли в себя еле-еле они, переглядываясь из-под лобья сперва, перебрасываться словами пошли, понемногу речь повели, заостренными пальцами на руках для разбоя рожденные аббасы, свирепые племена, чей предок Улу-Тайон сговорились между собой. Нам от людей Ай-ы наших злодейств не скрыть, догонять нас будут они, притеснять нас будут они. Волкам с собаками в дружбе не жить, поселимся вдали от них
И ушли, укрылись они на южном краю небес, где в обратную сторону тучи бегут, где ураганы ревут, там поселились они. С меховыми подошвами на ногах, неслышно крадущиеся по ночам, привыкшие грабить и красть, айдиары, чей предок Асан-Дуалай, сказали друг другу так: «Богатыри Улуса Ай-ы будут вечно нас в грабеже уличать, будут нас догонять, притеснять. В глубинах Ньюкенах, в подземной тьме, что в пропасти Чоры-Кючок, добраться до нас нелегко. Мы грабим их, оберем, и в подземный мир уйдем, западем. Бездна трех преисподних темна, кровли их на укрепах стальных». Так, сговорившись, ушли они в свой бедовый подземный мир. Старейшины трех великих родов стали главарей выбирать, неподкупных грозных судей для верхних и нижних племен, равной властью судьбе, владыками трех миров на вечные времена избраны были Одун-Биис, Чингис-хаан и Диалгат-Тойон, а писарем был представлен к ним чудовищный великан, длинный Джуарантай. Дескать, если подымется тяжба или спор, он дознался бы живо, кто вор, кулачищем защитнику погрозил. А потом исполины Аи, те, кого не выдерживает земля, решили жизнь основать в срединном мире земном, навсегда устроить его немеркнущую судьбу. В жертву отданная до сих пор жители преисподних бездн силам аджарайских племен, налетающим с высоты, силам вечно алчных небес, напастям обречена, разымчивая на расхват, беззащитная эта земля. Так рассудили они. Неужели всемогущие мы, всезнающие, всевидящие, не устроим жизнь по воле своей в этом срединном мире земном? Выбрав из трех первозданных родов, надобно поселить навеки на средней земле быстроногих, чья кровь горяча, подпоясывающих свой стан 35 племен Уранхай-Саха, с поводьями за спиной, с немеркнущей судьбой, с продолговатым носом людей, у которых лицо впереди, у которых на шее легко поворачивается голова, чьи суставы гибки, связки крепки, чье дыхание словно туман, в чьих жилах живая кровь. Так строить жизнь на земле приняли решение они. Теперь расскажем о том, как родился Ниргун-Батур. Прежде рождения его, в древние времена, главари трех великих родов сговорились брань прекратить, и такой друг другу дали обет. На трехсводных ли небесах, в преисподних ли пропастях, где б ни родился дерзкий наглец, что силой своей гордясь, взбудоражит бегущую твердь необъятно гулких небес. Осмелится пошатнуть основу вселенной, опорную ось кружащихся трех миров, обиталище трех родов, и нарушит святой договор, то следует этого наглеца железной уздой обуздать, волшебным арканом связать, проклятию тройному предать и за дерзкое озорство осудить. Вброд, как по мелкой войде пройду, растопчу я вихрем, смету племя верхних Аббасы, раздавлю жилища и очаги нижних Аббасы. И старейшины подземных родов совещались между собой, отзовемся ли недобром от отпрыски соседей своих. С тяжелым дыханием богатыри, с тяжелым нравом они за обиду будут взыскивать с нас. Пусть великий Одун-Биис сам судьбу его предрешит. Тут и мы не останемся в стороне, поступим по воле своей. Так сговаривались главари подземных Аббасы. Вняв речам трех великих родов, Одун-Биим, Чингис-хаан, Дильгат-Тойон, изъявили волю свою, повелели божественно нежным 6 угаданкам, ворожеям высоких белых небес, осветительницам, отгоняющим зло, от 8 выслойных небес, полосато-извилистым вервием, чародейным арканом младенца связав, в преисподнюю сбросить его, туда, где древние 3 железные колыбели стоят, чтоб решилась, в которую он упадет, чтоб в судилище 3 колыбелей тех определилась его судьба. 6 божественно нежных шаманок, 6 небесных белых сестер, полосатой извилистой взяв
нервущийся волшебный аркан, захлестнули, связав по рукам и ногам, яростное каменное дитя, и вздохнули, заклятие произнеся. Трехслойный серебряный потолок высокого дома владыки небес чуть не рухнул с крепких опор. Шестислойный каменный пол пышно украшенного жилья чуть не треснул посередине своей. 88 толстых столбов пошатнулись, едва устояв. 99 могучих подпор чуть не обвалились, дрожа. Такой раскатился гром, будто огромный утес треснул под ударом грозы и рассыпался, словно капень дресвяк. Раскололся небесный свод, облако разорвалось, с зевом разъялся верхний мир, и вот из подъема небес, из пролома западных бурных небес, ливень за снегом начал хлестать, ветер завыл, засвистел, свет, застилая смерч снеговой поднимая, стоголосый вихрь закружил, загудел, словно черные волосы, ставшие дыбом, прах земной в высоту взвивался. Вопли, крики, неведомо чьи, раздавались в сумятице вихровой, будто разорванные в клочки косматые шкуры огромных зверей, клокастые тучи неслись, мчались, как черный поток, под седой вихревой каймой северных ущербных небес, там, где 9 мысов вдались, в холодный морской простор, бездонный раскрылся провал. Бедное каменное дитя, рожденное на небесах, задыхаясь, плача, крича, покатилась в темный пролом, по крутому склону его, по каменным уступам его, цепляясь ручонками кое-как, ковыляя на четвереньках ползком, удержаться пытаясь на крутизне, обрывалась, падала вниз головой, скатывалась кувырком все дальше и дальше вниз. Цепенеющее от страха дитя, кубарем пролетев по горловине подземных глубин, попала схватывающий пищевод, заглатывающее жерло перевала Хаан Салыстыма. Кровь у подножья его черная запеклась. Там, на огненном ломе Аббасы, на островершинной скале, что бешено кружится всегда, подпрыгивая на вертлюге своем, 3 ели железных растут, словно 3 остроги торчат. На их могучих кривых корнях, торчащих из-под земли, наподобие когтистых лап, 3 железные колыбели судьбы, как железные рыбы подземных морей, нанизанные на рожон, бьются, подпрыгивая и дребезжа. И вот докатилось дитя и упало в одну из 3 колыбелей гибельно-роковых, и поднялся злобный дух Чукерчох, злорадно захохотал, отвратительно обличьем своим, подземное ворожея, в косматых растрепанных волосах голова, как сарай из ветвистых жердей, сырая от кровавой росы, крюкастые когти, дымный хвост с тройным горбом на спине, старуха лихая, Берегелек, к прискочку подошла, покачивать колыбель начала, мотая косматой головой, дурманя ворожбой, песенку завела. 아니음수아루다간디엔 아가